В этот день, 31 декабря 1774 года, бунтовщику Емельяну Пугачеву вынесен смертный приговор. 31 декабря 1898 года заработала первая в России междугородная телефонная линия Москва-Санкт-Петербург. 31 декабря 1968 года успешно завершился испытательный полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. 31 декабря 1942 года войска Сталинградского фронта полностью разгромили 4-ю румынскую и нанесли тяжелое поражение 4-й немецкой танковой армии. К весне 1942 года немецкое командование и Гитлер уже смирились с провалом грандиозного плана по разгрому СССР за несколько месяцев. Но был еще план на лето-осень по взятию Сталинграда и Северного Кавказа. Южное крыло вермахта, основу которого составляли 6-я армия Паулюса и 4-я танковая армия генерала Гота, двигалась победным маршем несколько месяцев. Но острие удара в конце концов завязло в руинах крупнейшего волжского города. Спустя 12 лет после окончания этой битвы начальник штаба связи 34-й румынской армии генерал-майор Ганс Дёр писал: «Для Германии битва под Сталинградом была тягчайшим поражением в ее истории. Для России – ее величайшей победой. Под Полтавой 1709 года Россия добилась права называться великой европейской державой. Сталинград явился началом ее превращения в одну из двух величайших мировых держав». Итак, до конца лета наступление разворачивалось успешно. Гитлер опять поверил в победу. В конце августа передовые части Паулюса появились на окраинах Сталинграда. В начале сентября в городе почти не осталось мирных жителей, как и целых зданий. Но в конце ноября 6-я армия сама попала в полное окружение. Планы опять поменялись. О взятии разрушенного Сталинграда уже не думали. Все внимание сосредоточилось на 300-тысячной группировке Паулюса. Генерал из окружения несколько раз запрашивал разрешение на прорыв, указывая, что продовольствие с каждым днем становится все меньше. Гитлер дал смертельный приказ дожидаться помощи. 21 ноября 1942 года для прорыва окружения была сформирована группа армий Дон. Первоначально командование предполагалось возложить на маршала Иона Антонеску, румынского дучи, вождя. Но после раздумий задачу поручили Манштейну. Очевидно, румынские армии были самым слабым звеном у Сталинграда. Советские войска в те же дни прорвали фронт двух армий, 3-й, находившийся севернее города, и 4-й, стоявший южнее. Бросив в места прорыва танковые соединения, Красная армия расширила брешь и соединилась, образовав прочное кольцо вокруг засевших в Сталинграде немцев. 12 декабря вермахт начал операцию по прорыву к окруженным с юга, что для советского командования стало неожиданностью. Прорыв ожидался с западного направления, где расстояние до города на Волге было меньше. Там и сосредоточили основные силы. На юге фронт был слабее. Главная ударная сила немцев, армейская группа Германа Гота, в первые дни наступления получила преимущество. Силами 2 танковых дивизий она быстро сломила сопротивление стрелковой дивизии и начала продвижение навстречу Паулюсу. А вот надежды Манштейна на встречный удар 6-й армии не оправдались. Ей попросту не хватило горючего, чтобы выдвинуть танки, а пробиться пехотой было почти невозможно. За первые 3 дня немецкого наступления крупный 57-й танковый корпус продвинулся на 45 километров и занял плацдармы для развития успеха. Следующая неделя большой крови принесла еще 35 километров. К 20 декабря захлебнулось наступление большинства соединений, а 23-го занятые позиции покинул 57-й танковый корпус. Советские войска действовали на пределе. В декабре 42-го 46% всех военных эшелонов шло в Сталинград. И вот после провала немецкого наступления Сталинградский фронт Еременко перешел в контрнаступление. Первыми поле боя стали спешно покидать итальянские и румынские дивизии. За 9 дней войска продвинулись на 180 километров, отбросив немцев намного дальше исходной позиции. Дёр констатировал: борьба 4-й румынской армии окончилась, армейской группы Гота больше не существовало. 4-я танковая армия состояла только из 2 обескровленных дивизий и остатков бежавшей 4-й румынской армии. Когда эти новости пришли в Сталинград, к окруженным немцам, праздновать Новый год им не захотелось. Участь 6-й армии Паулюса была решена. Попыток освобождения извне и прорыва изнутри больше не предпринималось.